Именно так вот уже не один десяток лет начинается рабочий день Петра Казанба, заслуженного инженера Абхазии, кавалера ордена Ахтапша третьей степени. Жизненный путь Петра Шукриевича также витиеват, как и земля, изучению формы и размеров которой он посвятил более 60 лет своей жизни. Ведь для Петра Казанба геодезия и картография – это не просто термины, а неотъемлемая часть жизни. После 8 классов Очимчирской железнодорожной школы он поступил в Тбилисский топографический техникум. По распределению был направлен на работу в Казахстан в качестве техника-топографа в геологическое управление. В 1959 году, как хороший специалист, был направлен консультантом в геологическое управление Монголии. Петр Казанба признается, что для него работа вдали от родины – бесценный опыт, о котором он всегда мечтал. Вообще я мечтал далеко уехать куда-нибудь по специальности, поработать. Поработать, заработать. Вот это было у всех у нас всегда. Но это так не получилось. Я 2 года поработал, меня там хороший актив приняли, товарищество взяли и начали обращать на меня внимание. Местком вызывали, комсомол, это раньше модно было. Проработав в Монголии 4 года, Казанба с семьей вернулся в Абхазию, но не смог здесь устроиться на работу, так как у него не было прописки. А скитаться с семьей по частным квартирам было невыносимо. Инженер принял решение вернуться в Монголию, где был востребован. В 1962 году был принят в члены партии в посольстве СССР в Монголии. Годы работы в этой стране Казанба называет самыми насыщенными и интересными. В 1959 году поехал в Монголию. Ну, Монголия – непочатый край работы, красота, природа. Все это меня привлекало. И работа была очень интересная сама по себе. Работали с полезными ископаемыми, с картами. Но какой бы интересной ни была работа за границей, домой всегда тянуло. Поэтому в один из отпусков в Абхазии Петр Казанба принимает решение остаться на родине. Устроился на работу в Сухумский филиал проектного института. Через год его назначили начальником отдела изысканий. После окончания Отечественной войны Абхазии руководством республики было поручено Петру Казанба организовать Государственный комитет по геологии, геодезии и картографии, где он до сих пор и трудится. Ученый с гордостью показывает нам плоды своего многолетнего труда – карту полезных ископаемых Абхазии, аналогов которой в стране нет. После войны, значит, мы ее нашли в архиве, лежала на полу, в воде плавало это все. Мы взяли, восстановили его, 1,5 года восстанавливали. Что себе представляет этот макет? Макет, значит, на этом макете нанесены все месторождения Абхазии. Известные. Адамар Ахуба, сменивший Петра Казанба на посту начальника госуправления по землепользованию и кадастру, отдавая должное опыту и трудолюбию Петра Шукриевича, признается, что именно благодаря ему госуправление и по сей день работает как часы. Петр Шукриевич всегда поможет как словом, так и делом. Петр Шукриевич, это первым долгом, это вообще, как вам сказать, это аксакал нашей работы. Это вся служба была создана им, так что здесь он собрал, вот это костяк команды, когда создавалась, это называлось геология, геодезия, картография. Вы сами понимаете, на такие специальности наши редко кто идет, но они создали. И работа поставлена на высшем уровне. Несмотря на возраст, Петр Казанба полон силы и энергии, работает в управлении, обучая, консультируя молодых специалистов, принимает активное участие и в общественной жизни республики. На Алакове Беслан Аджинджал, Абхазское телевидение.